Сегодня профессиональный праздник у обувщиков. Мастера отмечают парадокс. В военное и послевоенное время башмачников и сапожников было очень много, хотя выбор обуви отнюдь не являлся широким. Сегодня, напротив, при огромном ассортименте и ценах на любой кошелек специалистов в обувном деле становится все меньше. Почему, выясняла Татьяна Вахнина. По башмачной паре можно узнать характер человека, говорит мастер по ремонту обуви Владимир Блинов. За четверть века Владимир починил тысячи сапог, ботинок, туфель и босоножек. Абсолютно одинаковые пары ему не встречались. Бывает, иногда берешь обувь, они такие страшные, но их легко делается, прям поет в руках. И уже знаешь, что человек, значит, хороший, значит, что-то у него есть. А бывает, сам вроде клиент и красивый, и все, а обувь с рук вываливается. Подклеить и прошить подошву, сделать набойки, поменять замки. Работы в маленькой мастерской много. Ежегодно обувных дел мастера чинят более 200 пар сапог, туфель, ботинок и унтов. Зимой работы становится больше. Ну вот клею микропорочку, чтобы это войлок не расползался, чтобы это носились они получше. Не скользили они. Микропорочка хорошо, она не скользит. Вот. И многие просят даже на такую обувь, на кожаную. Тонкостями ремонта обуви Михаил Красноусов овладел в юности. Сейчас, говорят обувных дел мастера, работы значительно меньше, чем лет 10 назад. Раньше за смену обувщики чинили до 10 пар сапог или ботинок. Теперь день считается плодотворным, если удалось привести в порядок 3-4 пары. Впрочем, мастерство в починке обуви по-прежнему остается делом творческим. Ну вот надо что-то сделать, чтобы это было красиво, подобрать вот ворс там, чтобы это... Можно же просто, прилепить ворс, вот он, а он уже не подходит, правильно? Подобрать надо все это. Кроме ремонта, мастера занимаются пошивом обуви. Однако становление производства унтов в промышленных масштабах в Алданском районе едва ли возможно. Ранее цех выделки кожи и меха действовал в Белецком наследии. Сегодня коренное население отказывается от исконно-эвенкийского промысла. Выделывать материал вручную тяжело. Внедрение соответствующей технологии будет очень дорогостоящим. Сократилось поголовье оленей, волки съели. Вот в прошлом году в Магаданской области 5000 оленей погибли только из-за того, что природный фактор. Не от людей, не от природы. Сегодня пошел дождь, завтра мороз, наст, все. Представители древнейшей профессии говорят о себе мастера. Сменяют друг друга тенденции моды, трансформируется и обувное дело. Башмачники и сапожники остались в прошлом, но им на смену пришли обувщики. Современные технологии производства мастера постигают по сапогам и ботинкам, которые клиенты сдают в ремонт. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.